Арбаңыздар урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын вице-мэри Татьяна Кузнецова Бишкек шаарында аткарылып жаткан иштер жанагы бүгүнкү күндөгү абал боюнча маалымат бермекчи. Түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг вице-мэра города Бишкек Татьяны Кузнецовой относительно ситуации в городе Бишкек и о работах, которые проводятся в мэрии города Бишкек. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Татьяна Анатольевна, вам слово. Дорогие горожане, за последние 10 дней в городе Бишкек наблюдается ежедневный прирост числа зараженных COVID-19. На 24 июня в городе Бишкек лабораторно подтвержденных случаев с COVID составило 1334 человека. Это 35% от всех случаев по стране. Выздоровело и выписано 471 человек. Это 35% от зараженных по городу Бишкек. 1609 контактных лиц находятся на домашнем карантине. Умерло 9. Из всех заразившихся случаев, зарегистрированных случаев, 418 составляют самообращение. По 44 не установлена причина заражения. Если ранее с положительным результатом на COVID-19 выявлялись граждане из числа контактных лиц и завозных случаев, то в последнее время отмечаются случаи заражения COVID-19 среди всего населения столицы. В городе Бишкек до сих пор приостановлено проведение спортивных, зрелищных, праздничных, юбилейных и других массовых мероприятий. При этом, к сожалению, опасность COVID-19 осознают далеко не все руководители. Так, за период с 14 мая по 23 июня мобильными бригадами обследовано 8899 объектов предпринимательства. Составлено 1176 протоколов на сумму 2 528 000. Напоминаем, что руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, необходимо соблюдать санитарные правила и требования. В целях защиты здоровья людей будут применяться меры ответственности с временным ограничением деятельности. Еженедельно на 32 городских рынках и базарах проходит тотальная дезинфекция торговых точек, проходов и прилавков согласно графика закрытия. На рынке автозапчастей Кудайберген дезинфекцию проводят 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с 6 до 10 часов. На базе городского управления здравоохранения мэрии города Бишкек работают телефоны горячей линии самодиагностики 118. 6 апреля на телефоны горячей линии 118 поступило 17 683 звонка. Из них по COVID-19 2489 звонков. Все обращения с жалобами и симптомами ОРВИ передаются мобильным бригадам ОЦСМ города Бишкек. Колл-центр 118 перешел на круглосуточный режим работы. Также на круглосуточный режим работы перешли и мобильные бригады. Увеличено количество медиков. В каждой ОЦСМ работает по 10 мобильных бригад. В целях защиты медицинских работников и обеспечения безопасности работников мобильных бригад ЦСМ города мобильные бригады работают вахтовым методом. 14 дней работы и 14 дней находятся в обсервации, вдали от родных. Мобильные бригады выезжали 17 690 раз. ПЦР взяты у 22 615 людей. Дорогие горожане, пожалуйста, сократите любые контакты и посещения общественных мест без крайней необходимости. Рынки, общественный транспорт и торговые центры по-прежнему предоставляют угрозу заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусом и срок действия чрезвычайной ситуации зависит от действий каждого горожанина, каждого из нас. Особое внимание просим обратить на людей старшего поколения.
Без крайней необходимости просим не выходить из дома. В случае ухудшения самочувствия и здоровья необходимо, не выходя из дома, обратиться в колл-центр 118. Пожалуйста, соблюдайте личную гигиену, социальную дистанцию и масочный режим. При необходимости, при соблюдении санитарных норм и правил нашими гражданами и субъектами звоните в колл-центр мэрии по номерам 1840, 1850. Данные линии работают круглосуточно. Уважаемые горожане, пожалуйста, усильте свое внимание к личным мерам по предупреждению заражения. Только соблюдая санитарные нормы, можно избежать массового заражения. Берегите себя. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Бишкек шаарынын вице-мэрі Татьяна Кузнецованын брифингин түзүүнүн көрө алдыңыздар. Уважаемые телезрители, вы были свидетелями брифинга вице-мэра города Бишкек Татьяны Кузнецовой. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато-24, Пирамида, 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ и на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальном правительстве и Биринчи радио. Спасибо вам за внимание.